Благодаря массовым праздникам мы становимся более сплоченными и дружными, так считают жители Алдана. Череда праздников завершилась, и народ окунулся в трудовые будни. Как провели выходные алданцы, расскажут наши корреспонденты. Акции памяти, флешмобы, праздничные концерты и творческие вечера. Традиционно духовно-культурная жизнь в апрельско-майский период богатая и насыщенная. День республики сменяется праздником весны и труда, который передает эстафету годовщине Великой Победы. Череда праздников и, соответственно, выходных завершилась. С каким настроением народ окунается в трудовые будни? Я как сотрудник МЧС, у меня все праздники проходят на работе, в праздничный день выпадают. Да, заметно, да, народ как-то стал сплоченнее и патриотично относится к праздникам Великой Победе и первомайским праздникам. Самым важным весенним праздником алданцы называют День Победы, когда особенно глубоко ощущается величие подвига народа, совершенного во имя мира, спокойствия и тишины. Празднование годовщины Великой Победы год от года становится все более масштабным. Без гражданско-патриотических проектов и акций памяти многие просто не мыслят наступление мая. Это наш самый великий праздник, праздник Победы над фашистской Германией. Это не просто выходные, не просто праздники. Лично я прививаю внуку своему любовь к родине, патриотизм. Желаю, чтобы он вырос достойным сыном своей родины и любил нашу отчизну. Длинные выходные, по мнению жителей, чрезвычайно важны как для укрепления нравственных традиций в обществе, так и для семейных ценностей. В узких кругах у нас бытует такое выражение – праздник – норма жизни. Так мы придумали, да? Конечно, мало того, что домашние дела, и весна наступила, и много и субботники, и подсобное хозяйство. Забывать об этом, конечно, нельзя. Празднование Дня Якутии, Дня весны и труда и Дня Победы в Алданском районе было отмечено особой массовостью. Торжественные концерты, митинги и акции собирали огромное количество гостей и участников. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.